Доброе утро, друзья, коллеги. 5 минут дипломатических прошли. Георгий Ильич, как опытный дипломат, выдерживает все протокольные мероприятия. У нас сегодня пресс-конференция по итогам экспедиции Якутск-Охотск по следам Витса Беринга. Этот проект, он был осуществлен в рамках проекта «Пути великих свершений». И этот проект охватывает очень большой период, исторический и очень большую территорию географическую. Георгий Ильич, он сегодня об этом подробно расскажет. В целом, по экспедиционным мероприятиям у нас большие такие проекты, как «Пути великих свершений», осуществляется ряд экспедиций, в том числе вот по Алсибу. Вы, наверное, тоже знаете, что вот совсем недавно мы, скажем так, осуществили большой этап, сделали транспортировку фрагментов самолета из Сватая, Момского улуса, и этот фрагмент сейчас находится в городе Якутске. Я думаю, что эта работа будет дальше продолжена. И проекты по Николаю Александровичу Находкину, вы знаете, что у него тоже вот буквально недавно он съездил на вездеходах в Себен-Кёль по изучению этого уникального озера. Тоже, я думаю, что выйдут некоторые предварительные итоги этого большого проекта. Был фильм показан у нас, и сейчас идет очень успешно, можно сказать, в кинотеатрах нашей республики. Это по документальному описанию на катамаранах до острова Бенетта. Тоже, наверное, вы в этом курсе. И поэтому вот такие большие проекты, конечно, для нас знаковые. И мы очень рады, что наши соратники, старшие наши коллеги вот такие проводят экспедиции. Ну, Владимир Семенович, Владимир все перечислил. Сейчас подойдет, он маленько задерживается, он руководитель экспедиции, вот данной экспедиции. Георгий Ильич, он как в целом по проекту «Пути великих свершений». У нас сейчас 7-минутный видеофильм, посвященный данному проекту. Пожалуйста. Ролик. Видеоролик. Экспедиция до Охотска в рамках проекта «Пути великих свершений» в составе 12 человек. Мы должны достигнуть поселка Охотск. Хоскеттарагы, жокускеттарагы битус берим колоқтан тұрар. Кене денніне банна бұстақырдар вишна тарапа денненере эвяс барыте. Ондотто солтыта хүрдә құлақан бұ Россия Дальний Востогу бетігер қолбургар хамы солтылақ сол ис болар. И вот они все полностью, якоря, все металлические части, вот эти пушки, они мелкокалиберные, но все равно же они тяжелые были, веревки все вот эти, канаты, парусину, все тащили на себе до Охотска. Проводники, у них были проводники, которые знали, как идти, где проходить. Тракт проходил, который Охотско-Якутский, да? Вот здесь он проходил, получается, за этой горой в основном ушел. Ага.
на это качество запчастей. Развалило все. Ну полностью этот. Вилку. Да, да. Kaskun miteng bili, kanal ludi. Yuduma da hatastık bala. Витус Беринг первым пришел на Юдому. Ну все, капитан? Всю дорогу шел. 1050 километров. Устал. Ну вот, дошли до Юдома. Участок хороший. Я думаю, что надо на речку выходить и по речке до автозимника пробовать. Вот, осталось до Китанды 30 километров, там 120 до Арки, 110 до Арки и от Арки до Охотска 110 километров. То есть общий маршрут нам еще остался 260 километров. Сегодня погода получше, вчера целый день шел снег. Вот. Сегодня пасмурно, но ветра нет. Температура утром за бортом была минус 7 градусов. Техника исправна, не подводит. Экипажи бодры, готовы к свершениям, в путь. Сейчас мы находимся в реке Арка, 50 километрах от поселка Арка одноименного, которая речка впадает в речку Охота. С Арки до Охотска от 100 до 120 километров, но там будет уже нормальная зимняя дорога. Флора, большая юрта. Здесь мы храним свои изделия. Так как у нас помещения не хватает, приходится здесь вывешивать все уже готовые вещи, изделия. Сейчас Речка Охота. Едем к одноименному поселку. Город Охотск, да? Охотск. Поселку Охотск. Такая своеобразная ледовая переправа. Ограничение массы 20 тонн. Но вот здесь вот есть промоина. От нашей экспедиции, что она преодолела 1250 километров и прибыла в Охотск. Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! Гиб-гиб! Ура! 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 Сахалы Охотской дендеруга хәрәкәтегер. Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Айхал! Айхал!
Давайте мы начнем нашу пресс-конференцию. Сначала дадим слово руководителю экспедиции Афанасию Семеновичу Владимиру, заместителю председателя Государственного собрания Тюмень. Пожалуйста, Афанасий Семенович. Уважаемый Александр Васильевич, уважаемые коллеги, друзья, журналисты, разрешите вас поблагодарить за то, что вы нашли время, пришли с интересом, надеюсь, услышите о том, как прошла экспедиция, и, конечно же, поможете довести до жителей республики цели, задачи, состав, ну и, конечно же, основные достигнутые результаты. Мне же, как руководителю нашей экспедиции, хотелось бы отметить следующее. Во-первых, работала очень хорошая, слаженная команда, независимо от того, или это чиновник, или это непосредственно водитель, или представитель завода, или общественник. Все работали единой командой. В процессе каждодневного преодоления этого пути мы не делились на каких-то определенных лидеров или руководителей, подчиненных. Мы выполняли каждый свою функциональную обязанность с тем, чтобы с успехом завершить нашу экспедицию. Подготовка к ней шла довольно-таки серьезно. И идея, конечно же, принадлежит Русскому географическому обществу и автору проекта «Пути великих свершений» Георгию Дмитриевичу Никонову. В подготовке и осуществлении проекта, как я сказал, не только те, кто непосредственно были задействованы, да, вот у нас 4 водителя было с МЧС, каждый из них вообще очень профессионально и, я бы сказал, на «ты» с техникой в сложных рельефных, погодных, снежных, ну, там, водных преградах преодолевали. Представитель завода-изготовителя «Бурла», который был вместе с нами на протяжении, он не только следил за техникой, но и сам управлял этой техникой, непосредственно руководил какими-то определенными процессами устранения поломок. Ну и с удивлением смотрел на нашу бескрайнюю природу и отмечал, что это один из самых, даже не один из самых, а самый сложный путь для испытания этой техники. Конечно, вот вы сейчас посмотрели видеоролик, и я думаю, что роль наших журналистов, операторов здесь неоценима. Дмитрий Никонов, он постоянно работал с коптером, с камерой, с различными техническими приспособлениями. И, наверное, один из тех, кто меньше всех спал, а может быть и ел, да, в нашей команде, потому что он постоянно весь процесс не только снимал, но и брал интервью, вел зарисовки и так далее. Ему помогал Утум Захаров, ваш коллега, журналист, писатель, что-то я его не вижу сегодня. Нету, да, его? Но он не только работал с фотоаппаратом, как фотограф, записывал ход экспедиции, но и был очень таким мобильным в процессе прохождения пути. Очень понравился нашим водителям, к нему они с теплотой относились, всегда, как говорится, теплый уголок или наиболее вкусные кусочки, наверное, ему преподносили, да, Валерий Валентинович? Вот. Поэтому Утум Захаров здесь сыграл очень важную роль. И я думаю, что в будущем он, как молодой писатель, как драматург, на основе вот этого экспедиции сделает не одно произведение свое творческое. Были и персонажи, по которым можно было сделать, ну и в целом сам путь долгий, и наши с ним дискуссии на это указывают. Я хотел бы отметить, что нашу экспедицию не только поддержал, но и сам, как
член команды участвовал, здесь присутствует, Афанасий Спиридонович Бахатыров, человек, который, я думаю, что сделал прорыв у нас технологический, да, в республике, когда многие, как говорится, уже независимо, есть у них гараж или нет гаража, стали мобильными, да, мороза 50-градусного или 60-градусного наши машины уже не боятся, если они укроются как так называемой Наташей, которая изготавливает фирма Хатутент. Развернул хорошую выставку, но я думаю, что он свои впечатления еще расскажет. Мне же, как человеку, было приятно с ним в этой экспедиции общаться, потому что очень много идей, не только как предприниматель, но и как человек, беспокоящийся за Родину, он высказывал. Я думаю, что в будущем у нас будут и достаточно полезные для общества проекты. В организации финансирования участвовали наши министерства, ведомства, ну, со стороны правительства это Министерство внешней связи, Министерство транспорта, Министерство культуры и духовного развития, свои определенные Министерство предпринимательства, свои позиции они высказали, может быть, не сколько не в материальном плане была помощь, но в содержательном была очень мощная, да, хорошая. Вот со стороны Министерства внешних связей у нас с Дома дружбы народов выезжала группа специально, которая украсила наш финиш своими творческими позициями. Здесь, по-моему, присутствует, да? Я считаю, что важно обращать внимание на молодежь, на их образование, и представители Арктического государственного университета провели очень хорошую профориентационную работу, и особенно вот в поселке Арка заинтересовались, ну и в самом Охотске люди, с тем, что у нас есть такие высшие учебные заведения. Основная, конечно же, это тема обеспечения горюче-смазочными материалами. Мы израсходовали порядка 3,5 где-то, ну, 3,200, наверное, да? 3 тонны 200 литров дистоплива, которым нам помогли Ленское объединенное речное пароходство, Комитет по драгоценным металлам, Саха-Транснефтека сбыт. Вот эти предприятия, они помогли приобрести нам ГСМ. Были личные пожертвования членов экспедиции на устранение тех или иных непредвиденных расходов. Поэтому считаю, что не только слаженная команда продвигалась в Бурлаках, да, 12 человек, но и те, которые здесь в Якутске помогали, те, которые всегда были на связи с постоянного представительства как во Владивостоке, так и в Хабаровске, ну и, конечно же, наши муниципальные образования. Один из моих личных таких впечатлений – это профессиональное знание окрестностей, огромной территории нашего проводника Алексея Афанасьевича Слепцова. Оленевод, которому в пути исполнено 65 лет, буквально, как говорится, в темноте, без GPS, без карт, мог знать, где какой ручей, где какой перевал и по какому пути можно было бы проехать. Один раз у него было сомнение, что мы как будто бы сбились с пути, в темноте мы там остановились, переночевали, но утром он, выйдя, обрадовался, что, оказывается, правильно вел экспедицию, и у него вот его сомнение, что он ошибся, несколько развеялось, и он был рад этому. Тем не менее, я бы хотел отметить, что, наверное, таких людей единицы, и, к сожалению, несколько такое ощущение, что оленеводство как в Усьмайском улусе, так и в Хабаровском крае не настолько развивается, что есть мнение, что оно будет дальше поступательно развиваться. Со стороны Якутии, говорят, есть поддержка, там оленеводческие бригады получают субсидии, уделяется внимание там, и так далее, но вот со стороны Хабаровского края не такая поддержка, как у нас. Поэтому здесь, наверное, вот роль проводника была очень важна. И нужна. Он не только был проводником, но и рассказывал про историю
Охотского тракта, про историю оленеводства, про историю своих тех родовых мест, которые он нам показывал. Огромные территории, не каждый, я говорю, это может сделать. Я благодарю от своего имени всех, кто поддержал этот проект. Здесь по мере нашего продвижения мы отслеживали, как общественность относится к этой экспедиции, и отрадно, что жители Якутии правильно поняли цели, задачи. Да? Ну, конечно же, были, наверное, некоторые, без этого никак, что вот на таких вездеходах, конечно, любой проедет. Да? Такие рассуждения, конечно, уместны, но я думаю, что они не имеют под собой почву. Да? Независимо, какая была бы техника, ею управляют люди. И в тех экстремальных условиях, которые у нас были, представители Министерства чрезвычайной ситуации справились на высоком уровне. Мы же, те, которые были организаторами, вели записки, я думаю, что сейчас должны проанализировать и довести до министерств, ведомств, каким путем нам, во-первых, использовать этот Охотский тракт. Ну, а я считаю, сам как увлекаюсь историей, взаимоотношениями народов, считаю, что знаковость тех людей, которые проделывали вот такие у нас определенные открытия, да, как Витус Беринг, и чтить его память, наверное, это важно не только нам, кто сейчас живет, но и в будущем. Поэтому вот в историческом плане считаю, что экспедиция всколыхнула сознание не только у нас в Якутии, но и, думаю, в Хабаровском крае. Жители Хабаровского края с радостью нас встречали и удивлялись, и даже говорили, мы поражены вашему мужеству, что преодолели такие большие расстояния. Большое спасибо, Александр Васильевич, что предоставили слово. Желаю всем успешной, как говорится, реализации своих проектов, но Русскому географическому обществу реализация новых проектов, и чтобы проект «Пути великих свершений» стал у нас не просто каким-то одним проектом, а всенародным движением. Спасибо. Спасибо, Афанасий Семенович. Я бы хотел предоставить слово Георгию Дмитриевичу, идейному вдохновителю, и он, наверное, осветит исторические моменты, которые были связаны с этим проектом. Уважаемые друзья, коллеги, прежде всего тоже спасибо за то, что пришли, за интерес к нашему проекту, нашей истории, нашей стране. Но экспедиция у нас задумывалась очень давно. Первая попытка была в 2016 году. Живой свидетель сидит здесь, Семен Ермолаев. Мы пытались по Куть-Дусун, Саймикона пройти до Охотска, но не смогли. Не все экспедиции получаются у нас, поэтому до цели они не достигли на транспорте, который они избрали, но они прилетели на самолете. В этом году, благодаря нашему руководителю, будем говорить, Афанасию Семеновичу Владимирову, благодаря нашей команде, благодаря постоянному представительству Республики Саха-Якутия состоялась наша экспедиция. Но она прежде всего посвящена к мероприятиям 400-летию Российского Дальнего Востока. Вы знаете, в 2032 году исполнится 400 лет основания города Якутска, которую Якутия отмечает как дату вхождения. К сожалению, у наших соседей ни у кого нету даты вхождения в Российскую империю, и мы предложили, чтобы эта дата 400 лет была не только там якутская, но и для всего Дальнего Востока. Эта идея поддержана нашей Академией наук. Геннадий Владимирович Толстых тоже здесь с нами присутствует. Но прежде всего на задаче стояли, это, конечно, изучение тракта, этого зимника, который идет через Аллах-Юнь, Анча, Капитанская засека, Китанда, Арка и Охотск. По трассе получается, наверное,
Валерий Валентинович лучше расскажет, но все, бездорожье это буквально 400 километров, которые мы шли на этих машинах, и сегодня показали в нашем ролике, больше как бы обратили внимание на этот аспект. И современное состояние, перспективы, мы разговаривали с жителями, с руководством Охотского округа, у них уже округ называется. Ну и, конечно, изучали историческое прошлое этого тракта. Съемки, во-вторых, это съемки фильма, которые мы начали в 2021 году. Серия «По пути великих свершений». Это первая серия была про Дежнева, приход первых русских в Якутск, на Дальний Восток. И вторая серия у нас будет называться «Код Беринга». Мы в прошлом снимали уже в Командорских островах Камчатки. Сейчас вот прошли до Охотска и сняли, какая дорога у нас была, какая есть и будет. Ну, встречи были не только там по природе, но и встречались, брали интервью старожилов, краеведов, историков, руководителей, которые оценивали эту историю. В-третьих, это, конечно, испытание техники. Вот этот вездеход «Бурлак» Курганского завода, водитель-испытатель вот, Яков Михайлович Мостовщиков пришел к нам. И техника действительно поражает своей вездеходностью, своей, ну, будем говорить, относительной комфортабельностью. И благодаря этой технике только мы прошли. Я думаю, другими способами по земле, ну, кроме снегоходов, мы, наверное, не прошли бы. В-четвертых, у нас задача была разработка туристического маршрута с Усьмаи до Охотска. С нами был туроператор Усть-Мая Тур Попов Владимир Ермакович, который возит туристов Москвы, начиная с Москвы до Усьмая, до Аяна. В прошлом году возил, до этого возил. И в этом году с нами ехал, чтобы проверить, разведать возможность создания этого туристического маршрута. Ну, у нас, кроме того, что мы ехали, собирали свои материалы, у нас были встречи с общественностью, в Усьмае-селе, администрации, прошли очень много народу, Арке, обратном пути, поселке Охотск. И разговор состоялся о теме проекта, целях, задачах экспедиции в Республику Саха-Якутия. Показали видеоролики, памятные сувениры, альбомы, книги республики. И во время встреч в Охотске организовано было выступление артистов Дома дружбы народов имени Кулаковского концертными номерами, которые украсили действительно наши встречи. Ну, проведена встреча с руководством Охотского округа на предмет установления, восстановления экономических, дружеских, торговых связей с Якутией. Внимание обращено к перспективам развития транспортного коридора с Якутии выходом на океан. Обсуждены сегодняшняя ситуация экономической, культурной, образовательной жизни региона. Но начата работа по заключению побратимского договора между Усьмайским нашим районом и Охотским округом, между соседями. Была встреча со старшеклассниками, как Афанасий Семенович рассказал. Организована выставка, показ снаряжения, производимого обществом Хотутент, тоже расскажет, наверное. Ну, собрано, конечно, огромное количество материалов, которые будут использованы в освещении вопросов этнографии, сохранения историко-культурного наследия, выпуска фильмов, телепередач, новых изданий, путевых заметок, материалов для СМИ Русского географического общества. Ну, сейчас мы, конечно, третий день переосмысливаем то, что мы прошли. Ролик, который мы показали, тоже на эмоциях, пока без титров, без содержательной части. Мы показали именно зрелищную часть, которую мы, дорога, люди, которые с нами встречались. Ну и
реализация проекта, конечно, должен позитивно повлиять на уровень культуры и общественного сознания, осознать неповторимость Отечества и его судьбы, неразрывность духовных связей со всей страной, общих историко-культурных корней, будет способствовать консолидации общества и решению задач социально-экономического развития, патриотического, духовного, нравственного воспитания граждан России. Спасибо. Спасибо. Игорь Дмитриевич, я бы хотел предоставить слово, во-первых, выразить благодарность большую за поддержку проектов Русско-географического общества, Министерством по чрезвычайным ситуациям по Республике Саха-Якутия оказывает очень большую поддержку. За последнее время это уже второй большой проект. Пару лет тому назад была тоже большая экспедиция в Себен-Кёль в поисках самолета Леоневского, и МЧС там тоже поддержал нас. Очень серьезно были выделены тоже вездеходы «Бурлак», водолазы, и был осуществлен поиск и самолета на озере Себен-Кёль. Я хочу предоставить слово Комарову Валерию Валентиновичу, начальнику поисково-спасательного отряда МЧС по Республике Саха-Якутия. Пожалуйста, Валерий Валентинович. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу остановиться на своем видении данной экспедиции, но основная цель и задача была это обеспечить безопасность участникам экспедиции и при необходимости осуществлять ремонт наших вездеходов. Но если так вот по полочкам, остановлюсь сначала на вездеходах. С данными вездеходами мы познакомились впервые в 2020 году. Нам был предоставлен опытный образец для испытаний. Находился он здесь у нас на территории республики полгода, с декабря по июнь месяц. Прошли мы на нем более 5500 километров. И после завершения испытаний мы рекомендовали центральному аппарату, нашему министерству, закупать данную технику для реагирующих подразделений. Вот прошло чуть больше 3 лет. Данная техника по государственному контракту была закуплена, 14 единиц, и республика с этих 14 единиц получила 2 единицы. 2 бурлака различного исполнения. Первый экспедиционный, второй грузопассажирский. Но по сути это аварийно-спасательная машина среднего класса. Вот эта аварийно-спасательная машина среднего класса оборудована всем необходимым инструментом, электростанциями, гидравлическим инструментом, мотоинструментом, аккумуляторным инструментом для осуществления различных работ, как на ДТП, по техногенным авариям, ну и также могут привлекаться на противопаводковые мероприятия, на доставку групп оперативных в район тушения лесных пожаров. Что касается проходимости, ну, мы на маршруте использовали лебедку всего 2 раза, и то потому, что у нас при крутом яристом подъеме с речки на берег у нас зависли передние колеса. Чтобы их как-то прижать, поставить его в нормальное состояние, вот мы использовали лебедку. А так, при глубине снега от 85 до 120 сантиметров, что это практически вот на 400-километровом участке было везде и постоянно, кроме речек, по которым мы шли, по наледям, там, соответственно, снега не было, они прекрасно преодолевали. Насчет поломок тоже были мелкие ремонты, но первый ремонт такой, ну, серьезным его не назовешь, мы его устранили в течение часа. Просто крестовина карданного вала у нас разлетелась. Но, скорее всего, это был заводской брак, потому что больше у нас таких проблем не было. Что касается самого маршрута. Да, очень интересный маршрут, незнакомый маршрут. Мы с удовольствием согласились на эту экспедицию. Почему? Во-первых, по завершению сделать описание,
для будущих поисково-спасательных работ, если вдруг понадобится, чтобы у реагирующих подразделениях была какая-то минимальная методичка по этому маршруту. Что хочу сказать по вот этому бывшему Охотскому тракту республики. Я считаю, такой бы тракт и выход к морю незамерзающему не помешал бы. Проблематичных остаются вот этих 400 километров, но я думаю, что для дорожников, если мы с нашими соседями, с Хабаровским краем бы взялись за этот проект, то он был бы осуществим. И для чего? Вот мы в Охотске были, всей командой закупали продукты на обратный путь, продукты в 3-4 раза дороже. Ну, так вот для понимания, десяток яиц стоит 430 рублей, банка тушенки 360, ну и так далее. 2 яблока 250. И вот это плечо, там 1200 километров в Нижней Бесяхе бы они спокойно могли бы закупаться, завозить. Но в обратную сторону у нас дефицит красной рыбы, красной икры, морепродуктов. У нас мало продуктов, которые бы были богаты йодом. Мы бы могли для республики завозить сюда морепродукты. Что еще хочу сказать? Ну, Афанасий Семенович уже сказал, что да, у нас не было начальников в составе экспедиции. Все работали дружно. Я даже удивился. Вот, мы до начала экспедиции всего встречались 2 раза, вышли на маршрут. И первые, которые проблемные участки у нас попадались, просто все выходили, пилили завалы, растаскивали эти завалы. Чтобы вы понимали, это очень сложно, потому что снег по пояс, тяжело ходить с пилой, тяжело растаскивать эти бревна. Но тем не менее все были причастны, все дружненько реагировали. Кто-то в это время готовил обед, кто-то был за рулем. Но все были задействованы, и поэтому проблемных вопросов. Я готов еще раз ходить таким же составом в любую экспедицию, потому что неплохо сработались. Ну так вкратце у меня все. Готов ответить на вопросы, если будут по технике, по маршруту. Спасибо. Спасибо, Валерий Валентинович. Очень отрадно слышать, что МЧС еще и в дальнейшем нас будет поддерживать, участвовать в наших экспедициях. Мы на это очень надеемся. Я хочу дать слово Махатырову Афанасию Спиридоновичу, генеральному директору Охотутент. Афанасий Семенович уже его представил. Я думаю, что мы все продукцию Охотутента знаем. И Афанасий Спиридонович сейчас скажет свои впечатления. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Афанасий Спиридонович Махатыров, я генеральный директор компании Охотутент. Но мы производим уже много изделий. Начинали с портативных гаражей, сейчас больше 400 видов ассортимента. Даже сейчас военных направлений у нас много. Выступали на форуме армии Министерства обороны. Тогда было одно изделие. Сейчас в прошлом году у нас больше 20 изделий было. Вот можно сказать, у людей есть много мечты. У меня одних мечты сбылось, можно сказать. Я с детства интересовался Охотским морем, на уроке географии, почему Охотское море называли. И это, оказывается, я там узнал, что это не Охотское море, а Акат, слово от авенкийского слова идет, да? Дочка Наталья Семеновна это скажет. Как венского слова как переводится? Река, да? Ага. Тогда это от реки Акат и произошло, да? Ну и вот, как я сказал, с детства даже мечтал. Потом, когда уже предпринимателем стал, начал изучать маршруты наших купцов, Гаврила Никифорова, Кривошапкина, наши состоятельные раньше купцы, все ездили на Охотское море, там
организовывали отношения местным населением, даже за границу через Охотское море выходили. Поэтому очень интересовало. Я очень рад, что попал на этот маршрут, на эту экспедицию. Ну и вот у меня швейное производство, в основном больше, ну, у меня изделий на туристическое направление. Вот, ну, автолюбитель — это портативный гараж, ясно, да, но больше палаток, больше спальных мешков, и из-за этого мои друзья говорят, почему вы туризмом не занимаетесь. Поэтому уже мы потихоньку начали туризмом тоже заниматься, и по ходу дела даже вот не только швейным производством заняться, да, после этого экспедиции у меня очень много идей, желаний, чтобы со временем осуществить бы это. Как Валерий Валентинович сказал, у нас, у большинства якутян, нехватка йода. Я сам нюрбинский, у нас вообще ужасный мини-процент йода, да. Ну, северные районы нам поставляют очень хорошую рыбу, но это белая рыба. Там, как у красной рыбы, и, ну, состава йода меньше. Ну, я не научный исследователь, но мое мнение такое, да. А так вот даже захотелось туда поехать рыбалкой заняться, туризмом. Когда ехали, вот познакомились с Алексеем Афанасьевичем, он говорит, уже я в возрасте, охотой я не занимаюсь, а его угодье полностью следы соболя, всяких пушнины разных, и даже вот как занимались наши купцы в древнее время пушниной, мне даже захотелось, начал мечтать заняться пушниной даже. Ну, будем развиваться, открывать новые направления, поэтому мы этого не боимся. Вот многие оценивают, что мы взялись на военное направление, тоже это, как сказать, храброе решение, можно сказать. Сейчас много делаем антитепловизорные изделия, защищаем наших солдат, и даже взялись на бронеодежду. Поэтому новое направление для моей компании — это, наоборот, новый стимул, новое направление. И даже, можно сказать, оленеводством тоже захотел заняться. Но сейчас тем более начинают субсидировать, а почему бы нет, да. Может быть, вот древнее оленеводское искусство, ну, направление можно будет поднимать, тем более мясо оленя — это очень хорошее мясо, без вредных этих компонентов, это экологически чистый продукт. И шкура оленя, даже вот на WhatsApp гуляет, что шкура оленя может как антитепловизором тоже служить. Ну, вот такие у меня мнения. Ну, еще вот на арке встретились с школьниками, как сказали, очень обрадовались, даже очень много идей у них. Вот они нашли озеро, про это рассказывали, который у нас как похожий на озеро Лабынкыр. Там даже говорят такое мнение, что даже, может быть, как похоже на лохнесское чудовище, тоже может быть существовать, да? И многие молодые ребята, школьники и студенты хотят уже говорить, возобновить эвенский язык. Даже один подошел, говорит, я еще кроме эвенского хочу на якутский учиться. И
Но вот в Арке в основном коренного населения много, и они все как магнит хотят в Якутию попасть, ну вот как и сказали, многие учатся у нас в учебных заведениях, и СФУ, и других учебных заведениях, и у них оказывается проблема, надо полететь через Хабаровск и такую дугу сделать, чтобы в Якутск попасть. И вот здесь дочь Натальи Семеновны, да, она, наверное, вот этот вопрос поднимет тоже. Ее мама Наталья Семеновна очень влиятельный человек в селу Арка через эвенских общин. И они просьбу передали, чтобы мы передали нашему руководству республики, нашему правительству, чтобы открыли рейс Якутск-Охотск. Мы вот за месяц билеты все скупаются, оказывается. Я обратный путь хотел прилететь на самолете, но билета не было, поэтому вынужден. Но это к лучшему, конечно. Я все познал, так отдохнул. Но вот за месяц все билеты скупаются, оказывается. Билетов нету. Охотск-Хабаровск. Поэтому, может быть, даже это, ну, у меня оборот позволяло бы, я даже открыл бы авиаперелет. Даже, ну, малую авиацию можно рассмотреть, или полярные авиалинии, или Якутия возьмется, может быть. Все хотят с Охотска летать, но билетов не хватает, рейсов не хватает. Вот, ну, такие у меня мнения, впечатления, и, ну, в дальнейшем буду отвечать на ваши вопросы. Спасибо большое. Спасибо, Афанасий Спиридонович. Афанасий Спиридонович уже не раз является нашим партнером. Он помогал нам участвовать в фестивале РГО в городе Москве, Зарядье. За что тоже большое спасибо. Афанасий Спиридонович, я думаю, что наше с вами сотрудничество будет в дальнейшем продолжаться. Что касается рейса Якутск-Охотск, то он был, он существовал вот буквально до недавнего времени. Я сам туда летал, 18-й год, по-моему, был. Да. И, соответственно, вот эти вопросы, которые ставятся, возобновление таких рейсов, я думаю, что это очень важно и возможно это осуществить. У нас здесь есть представитель завода-производителя вездехода «Бурлак» Яков Михайлович Масовщиков. Яков Михайлович, пару слов скажете? Отсюда можно. Как ваша техника повела, какие у вас дальнейшие планы у нас в республике? Раз. Всем добрый день. Ну, наши дальнейшие планы будут, наверное, зависеть напрямую от ваших, от планов РГО. Я в экспедиции в республике Саха-Якутия участвую уже 3-й раз. И очень надеюсь, что не последний. Я думаю, вы нас еще пригласите. Извините, я начал издалека. Поздороваюсь, представлюсь. Я представитель завода вездеходы «Бурлак», Мостовщиков Яков Михайлович. Еще раз начну сначала. То есть я 3-й раз в экспедиции участвую, которую географическое общество организовывает. И все экспедиции я прошел на вездеходах, которые на снегоболотоходах, если правильно говорить, которые мы выпускаем. Называются они «Бурлак». Во всех экспедициях, также и в этой, снегоходы показали себя надежными, удобными, теплыми, проходимыми. Но проходимость, наверное, для таких вот экспедиций, в которые мы были сейчас, это, ну, самое большое, самое важное качество. Потому что, придя в Якутск, придя в Охотск, отдохнув немножко, мы собрались в обратную дорогу и поняли, что начались плюса, температура перешла с минуса на плюс, началась большая оттайка, и мы как бы с некоторыми усилиями преодолели преграды природные по дороге домой. Но техника опять же не подвела. Как говорил Валерий Валентинович, были небольшие поломки, но
Техника есть техника, она обычно всегда ломается, любая. Все было устранено, и техника нас не подвела. Участники экспедиции, я думаю, по достоинству оценили комфорт нашей техники. То есть в этом вездеходе мы жили, обедали, завтракали, ужинали, просто отдыхали в моменты остановок. Я думаю, всем участникам техника понравилась. Ну вот, собственно говоря, у меня и все. Задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо, Яков Михайлович. Я думаю, что когда вопросы будут, давайте мы все приступим к вопросам. Да? Можете там, если у вас появятся вопросы к вам, то вы ответите там с места. Пожалуйста, коллеги, подходите к микрофонам для того, чтобы была запись слышна. Пожалуйста. И представляйтесь, пожалуйста. Юлия Бочкарева, ТАСС, здравствуйте. Можно, пожалуйста, уточнить? Юлия Бочкарева, ТАСС. Валерий Валентинович, можно уточнить по 400 километрам, которые вы сказали именно по бездорожью, можно уточнить именно именно откуда начинался вот этот участок и заканчивался? Спасибо за вопрос. Ну, как я повторюсь, вот на протяжении всего маршрута самое проблематичное является вот эти 400 километров. Это от поселка Золотарей Алах-Юнь до Арки. Если этот маршрут еще разбить по частям, то получается, что самые сложные это вот от Алах-Юня до Капитанская засека, ну правильно будет Капитонская засека, но мы уже согласились с переименованием, она у нас уже во всех документах идет как Капитанская засека. Ну и от Китанды до Арки, но там, скорее всего, проблема была в чем, что мы попали как раз на завершение циклона, он уже завершал свою работу, так скажем, и мы часть циклона застали, были большие заносы, большие переметы, ну вот это были сложности. А вообще маршрут, я ожидал, конечно, более крутых перевалов, более крутых выходов на плато. Как показал маршрут, что перевалы вполне преодолимые и без проблем можно устроить там, по крайней мере, на первом этапе автозимник. Затраты для этого будут минимальные, но с учетом того, что нужно где-то посередине вот этих 400 километров, я так думаю, что это где-то район бассейна реки Юдома, делать какой-то опорный пункт дорожников, чтобы они работали в двух направлениях, в сторону Алах-Юня и в сторону Арки. Но, соответственно, с Хабаровского края, если они поддержат этот проект, с поселка Арки они бы работали в сторону Китанды, и наши дорожники с Алах-Юня в сторону Юдомы. То есть там основной маршрут, он пролегает по рекам, реки проходные, и в устройство вот этого автозимника нужно только почистить выезды на берега ручьев, рек. А так основной маршрут мы пропилили дружной командой, расчистили все ручьи. Но это, чтобы вы понимали, это под одну машину, если это устраивать автозимник, это надо все расширять. Но вполне это приемлемо и осуществимо. Спасибо. У меня еще несколько вопросов. Можно уточнить, когда ожидать публикацию, именно, может быть, показ фильма по итогам данной экспедиции? И в целом, как вы оцениваете, каков туристический потенциал проложения данного маршрута именно на постоянной основе? То есть для кого он будет интересен? И еще, наверное, вопрос Афанасию Семеновичу. Может быть, планируется на уровне парламента поставить вопрос о том, что необходимо, может быть, есть необходимость проложения автозимника для постоянного транспортного сообщения, может быть, именно в зимнем период между Якутском и Охотском? Спасибо. Юрий Ильич, по первому вопросу ответить. По фильму в следующем году будет 300 лет, как Витус Беринг прошел по этому тракту. Первая Камчатская экспедиция, 1725 год. Вот 300 лет будет, как тракт Охотск-Якутск. Поэтому хотелось бы уложиться на эту
юбилейную, будем говорить, дату и закончить наш фильм. Ну, у нас проблема в том, что все считают, что Беринг – это мореплаватель, который прошел до Камчатки и дошел до Алеутских островов и погиб в Командорах. А на самом-то деле это величайший первооткрыватель, путешественник, сравнимый Колумбом, который открыл Америку с нашей стороны, с восточной стороны. И он же еще руководил 6 отрядами, которые описывали Российскую империю с реки Печора, кончая Хоккайдо. Это все побережье. И еще 7-й отряд у него был, который научный, и который не упоминается даже иногда. А все Пронтищева, Лаптева, знаменитые наши фамилии на северах, это Челюскины, все его были подчиненные. Ну, вытекающими с этими выводами. Георгий Дмитриевич, ну вы не сказали, что на надгробных плитах написано, что это служители якутского отряда, да? В Командорах прямо плиты лежат, где это, там написано солдат Якутского полка. Без фамилии, без ничего. Солдаты Якутского полка. Да, вот так и написано. В части вот, использования этого транспортного коридора, конечно же, мы сейчас проанализируем и составим служебную записку в адрес руководства республики, как использовать, что делать. Ну и надеемся, что у нас состоится встреча с главой республики по итогам по этой экспедиции, где как раз, наверное, и будем предлагать, что с этим делать. Ну вот Валерий Валентинович сейчас озвучил, что на уровне автозимика можно использовать. Как эти 400 метров сделать автодорогой постоянного действия, это, конечно же, наверное, будет зависеть от того, что мы там будем осваивать, что добывать и какие груза возить. Вот. Поэтому с Министерством транспорта будем обсуждать. Ну и если решение будет принято правительством и руководством республики, то, конечно же, соответствующие, наверное, источники в бюджете будут предусматриваться. Про турпотенциал ездил Попов Владимир Ермакович, краевед, туроператор из Исмаильской области, но сейчас его нет, он у себя на родине. Георгий, там что было по этому поводу? Владимир Ермакович с самого начала очень внимательно изучал маршрут, и, будем говорить, изучил много литературы, знает много. Но вот зимний вариант очень сложный по маршруту. И, возможно, есть летний вариант, который пользовались в основном наши вот эти путешественники, первопроходцы. Это река водным путем, река Майя, подниматься по Юдаме, дойти до Китанды и там пересечь в сторону Арки, и пересечь перевал, и река Арка, и дальше идти до Охотского моря. Ну, в стадии, будем говорить, изучения. Ну, здесь, конечно, основные сложности, прежде всего, транспортные. Да? Надо понимать, что такие вездеходы не зря были привлечены, потому что там по факту нет транспортных. Пожалуйста. Здравствуйте. Георгий Сапандин, путешественник. Альпинист, знаменитый наш. Поздравляю членов экспедиции с успешным завершением такой интересной экспедиции до Охотского моря. Я несколько раз ходил и до Охотска, и до Аяна. Но я, в отличие от вас, пешком, на лодке проходил. И вот... Юрий, за сколько доходили по времени? За 10 дней, за 2 недели? Мы с Аймекона выходили буквально за неделю до верховьев Ахаты и сплавлялись. И в другой раз известная экспедиция была от океана до океана. Значит, вопрос у меня такой. Ну, как мы знаем,
Охотское побережье было тесно связано с Якутией. И около 300 лет постоянно дорога была. И по этому пути, а потом 200 лет назад примерно переместили на Аян, так как аянское направление было на 400 километров короче. Вот есть идея вашу экспедицию, чтобы переместить туда, на Аян, через Усмай также, и потом там по старым путям до Аяна. С Нилькана дорога есть через Джугджур. Так что можно было бы продолжить вашу экспедицию. Пожелание продолжения, да? До Аяна уже, не до Охотска, а до Аяна. Спасибо. Поздравления нашего Аксакала, главного путешественника, альпиниста, дорогого стоит. И действительно, Аян, в 2016 году у нас была экспедиция в Аян. Ездил наш писатель Харасхал, Виталий Власов с группой. Но, к сожалению, меня по служебным делам не пустили, организовал и остался. И, дорога, все-таки вот Охотск сложна тем, что ситуация в Охотском море, в Охотске, гидрография очень сложная. Там глубина всего лишь 5 метров и не позволяет судам приставать к Охотскому берегу. И то, что сейчас сегодня вот говорили, что дорога была значительно сложнее, чем до Аяна. Аян лучше, положе, и глубинами все в порядке, поэтому в 1847 году было принято решение переместиться в Аян. Муравьев-Амурский прошел по маршруту с Якутска до Охотска, через Камчатку, вернулся через Аян, Якутск, и закрыл дорогу тракт Охотский, открыл тракт Аянский. Поэтому, наверное, вот этот Аянский будет более таким лучше, наверное, выгоднее Аянское направление. Но у нас временами стоит вопрос периодически строительства порта в Аяне, то газового, то железнодорожного, то автомобильного. А в свое время при бытности президента Штырове этот вопрос поднимался. Хабаровский край вроде бы поддержала, но закончилось ничем. Дорога дошла до Егоренко, якутская сторона сделала свое, а с хабаровской стороны подвижек не было. Но мы думаем, времена сейчас другие, вопросы приоритета тоже расставляются, поворот на восток, выхода в Тихий океан, поэтому этот вопрос со временем должен открыться. Я так думаю. Георгий Ильич долгое время возглавлял наше воспредство по Дальнему Востоку, поэтому эти вопросы знает, что называется, не понаслышке. Протоптал немало километров, наверное, в коридорах власти для того, чтобы решать эти вопросы. Геннадий Ильич, скажите пару слов с точки зрения науки, какие там есть подходы по этому направлению? Геннадий Ильич. Пару слов скажете? Как наука смотрит на такие проекты? Наука смотрит положительно. Мы полностью, с нами было согласовано, и маршрут, и так далее, историческая составляющая. Не так давно мы проводили в ВДНХ круглый стол по проблеме 400 лет Дальнего Востока. Я был модератором этого круглого стола. Были представители со всех практически регионов Дальнего Востока. Там Биробиджан был, Хабаровск. Все эти были руководители постпредств. Был Федотов, наш постпред, и мы обсуждали эти проблемы. В том числе исторический аспект продвижения Российской империи на восток. Он проходил как раз через город Якутск, мы это особо подчеркиваем. И, сейчас уже сформулировали предложение. Я думаю, что скоро выйдет уже
какой-то документ официальный, да, он буквально на подходе, где будет создан оргкомитет по проведению вот, значит, 400 лет Дальнего Востока. Нужно к этому событию заранее готовиться. Это наше твердое убеждение, хотя вроде бы 1932 год, есть время, но нужно начинать уже сегодня, совершенно не затягивая. И вот как раз такие экспедиции, они дают очень хороший материал и в плане логистики транспортной, в плане испытания техники и так далее. Ну, может быть, предложение здесь такое, что можно привлечь несколько заводов и испытывать уже несколько моделей аналогичной техники для того, чтобы провести какие-то сравнительные характеристики. И, значит, вот это будет полезно, я думаю, всем и для конкуренции и так далее. Ну, что касается, значит, дальнейших экспедиций и дальнейшего, мы, я думаю, что будем этот вопрос держать тоже на контроле и историческую составляющую будем вот как бы тоже иметь. И вот уже сказал Георгий Дмитриевич, что в составе вот экспедиции Беринга было в будущем 9 академиков, мы посчитали, 9 академиков российской науки. Ну, вначале это были иностранные академики в основном, да, а потом они стали уже российские. Поэтому вот экспедиция Беринга носила еще очень большое научное значение. Мы это всегда подчеркиваем, не только географическое, а научное значение. Они изучали и биологию, и географию, и гидрографию, значит, там навигацию, очень много составляющих там было, астроном там был, значит, иностранцы там были, поэтому очень большое значение этой экспедиции. И я еще раз вот пользуюсь всегда возможностью, я думаю, что город Якутск, он как раз вот должен иметь памятник Витусу Берингу, потому что нам этого не хватает сегодня. Вот историческая справедливость, этот человек очень много сделал, и я думаю, что это, ну, этот вопрос нужно постоянно ставить, чтобы у нас был памятник Витусу Берингу. Спасибо. Спасибо. Да, Руслан Васильевич. Ну, отсюда, может быть, Руслан Васильевич? Ну, пару слов все равно скажет. Васильев Руслан Васильевич, он председатель ВАПИК в нашем... Да, действительно, вот сегодня мы выслушали, посмотрели кадры, замечательная экспедиция. И вообще это, когда говорят о великих географических открытиях, об экспедициях Беринга, всегда это как бы воспринимаешь с трепетом, потому что это связано с нашей историей, с освоением Дальнего Востока, Арктики, потому что у него было много отрядов. И вот меня вот в этом плане, я 100% поддерживаю идею, что именно, чтобы 400 лет вхождения вот, не только Якутска, не только Якутской области, Ленского края или Республики Саха-Якутия, надо ответить, но и всего Дальнего Востока. Потому что, в принципе, это осваивали наши, шли казаки, затем уже научные экспедиции. Поэтому, действительно, это праздник всего Дальнего Востока. Поэтому это вот идея очень правильная. Да? И, ну и можно сказать, что Якутск, это, если Киев – это мать городов русских, то Якутск – это отец городов дальневосточных. Поэтому действительно надо это дело таким размахом и отмечать. Но меня беспокоит еще такой момент, именно вопрос сохранения нашей исторической памяти. Да, вот. Хорошо, мы прошли, скажем, вот экспедицию, есть фильм, есть издания, которые выпущены, да, но все-таки мы должны обращать внимание. Вот сейчас, конечно, тех станций уже не осталось, их нету уже, да, жизнь стерла их, но тем не менее сохранить эти места, они обозначены в дневниках, в документах, и даже когда шел Пепеляев, да, на Амгу, они тоже, Вишневский писал подробно, где они останавливались. Поэтому, мне кажется, те места надо не только проездом проезжать, но надо останавливаться, их еще фиксировать, да, делать как бы поворотные, ну, координаты этих территорий и создавать именно, сохраняя как объекты культурного наследия достопримечательные места. Тогда бы действительно мы сохраняли для наших будущих поколений, а если смотреть вперед именно для развития туризма в этих направлениях, то это уже были бы знаковые места остановок этих туристических экспедиций или отрядов, там, да, туров. Это было бы, конечно, очень интересно. Потому что, с моей точки зрения, дорога на Охотск, она очень сложная. И смотреть чисто с такой экономической, вот, возить рыбу или что-то еще, или транспортное, да, она может быть экономически быть и невыгодной. Но если мы смотрим комплексно, что это будет или туристический маршрут, то уже должны мы подходить с этих позиций, чтобы брендировать эти все моменты, чтобы стало интересно туристам, да, вот, не только российским, но и из-за пределов
Российской Федерации. Ну и опять же, как вот здесь подчеркивалось, могло быть несколько видов техники, испытания, и не только техники, и одежды, скажем, снаряжения, да, вот тогда бы этот маршрут мог и заработать, и стал бы очень интересным, и, соответственно, и для населения была бы это большая польза, потому что туризм – это и есть создание новых рабочих мест, и для бизнеса имеет такой особый мультипликативный эффект, да, поэтому вот надо смотреть на это направление очень комплексно. Но у меня все и пожелание, чтобы действительно вот мы сохраняли нашу историческую память в том, чтобы они становились для наших будущих поколений вот такими местами знаковыми, сакральными территориями. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Да, пожалуйста. Николай Николаевич, пожалуйста. Спасибо, Николай Николаевич. Пожалуйста. Несмотря на то, что мне возраст большой, самый старший, 82-й год пошел. И, во-первых, я поздравляю... бумагу-то я оставлю. Всем вы так выглядите, 82 года. Так, во-первых, я от души поздравляю Никонова Георгия Дмитриевича, руководителя этого проекта, этой экспедиции, и руководителя, который именно создал видеоролики. Это здорово, это здорово. Я благодарю также Владимирова Афанасия Семеновича, руководителя экспедиции. Когда он работал министром просвещения Якутской АССР, он принял меня приказом как аналитик, как проверяющий, как ценитель этих шаг будущего работ по республике учащихся всех школ. Поэтому я в тех работах обращал внимание на северные районы, вот, по которым они вот съездили. Это меня очень хорошо радует, и такие мнения у меня образовались. С 2000 года я стал как бы по просьбе Владимира Михайловича Членова алгоститом для Валентина Ефремова, который собрал какую-то команду и 2 раза хотел перелететь с Тикси или с Нижнеянска на Северный полюс, чтобы этот Святая Русь знала вся, не только республика, но весь мир. Но они не смогли перелететь. Поэтому Владимир Михайлович нашел меня и попросил разработать программу, когда перелететь на этот Северный полюс с помощью этого же Валентина Ефремова. Поэтому я 2 года изучал Чукотку, климат Чукотки, климат Аляски и всего Берингового пролива. 2 года изучал и сказал Валентину, вот тогда-то мы поедем на КамАЗе, как бы на вездеходе до Нижнеянска, и оттуда ты исполнишь цель нашего правительства. Поэтому я прямой участник. В связи с этим я прошу от Владимира Семеновича, а также от Георгия Дмитриевича, что пакет видеофильмов, кинофильмов, которые я снимал на специальном киноаппарате, лежит в музее города Верхоянска. Мы подарили. Пускай они найдут вот этот мой подарок, наш подарок с Валентином Ефремовым, и как бы расширят вот все мечты, которые высказали все 5 членов вот этой экспедиции. Хорошо? Вот. Еще что хочу в связи с приближением 80-летия Великой Победы над фашистской Германией. Вот правильно этот друг сказал. Надо остановиться у Усмая, а там они были участниками от СИБа. Собирали народ и Курдягнан, снег очищали для
залета перелетных этих. Поэтому надо, пока зима не кончилась, все равно надо вернуться к Усмае и изучить с населением дедушки, бабушки, каких семей участвовали в этой работе. Некоторые мужики ночью разжигали костры в бочках, ну как, чтобы сверху были координаты заземления видны. Поэтому надо эту экспедицию еще расширить. Спасибо, что они нас пригласили. Thank you very much всем этим умственным мудрецам. Надо эту экспедицию расширить, углубить познание, что Усмая участвовал, этот район участвовал в этом тракте, как он называется, Аляска, Сибирь. Вот. Наши летали с Аляски через Чукотку и так далее. Поэтому эту экспедицию надо с сегодняшнего дня углубить, дальше, расширить еще подальше. Это не только судьба нашей республики Саха, так это мировой масштаб они совершили. Почему? Потому что Охотск с давних пор освоения Россией Дальнего Востока был стратегическим пунктом. У меня имеется очень много архивных материалов, в которых там даже из Англии 2 флота приблизились. Все это обокрали. У меня есть архивные данные. Вот это раз. Дальше японцы тоже атаковали этот Охотск. И так далее. И Китай тоже хотел Охотск занимать. Поэтому Охотск – это наш стратегический Дальний Восток не только для туризма, но и продолжение патриотических, геройских поступок наших российских сограждан. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо за такое яркое выступление. Действительно, нам всем надо учиться у наших аксакалов выступать. Пожалуйста, вопросы. Так, меня зовут Григорий Иванов. У нас есть похожий, скажем, проект также, ну, параллельный. Скажем, у нас туристический маршрут Якутск, Усмая, Индикичан и Аян, Шантарские острова. Если можно, мы можем коротко видеоролик хотим показать, если можно. Давайте, посмотрим, да, коллеги. А сколько там минут у вас? О, 10 много. Ну, давайте мы пустим его, да? Давайте мы пустим как бы этим фоном, да? Да, запускайте фоном тогда. А мы дальше продолжим. Прошу, вопросы, пожалуйста. Нет, там наверху там и все операторские. Всем добрый день. Очень приятно находиться здесь и лично познакомиться с членами команды экспедиции. Меня зовут Мария Алексеева, я уроженка села Арка, там, где вы были, останавливались в нашем гостевом доме на дальневосточном гектаре. К слову сказать, вы стали одни из первых уважаемых гостей нашего гостевого дома, потому что мы его строили, готовили около 6 лет своими личными усилиями. Запустили его где-то в феврале. Первые гости были команды Кындыкан. Вы стали следующими. Ну, то есть, можно сказать, по масштабу мы были в восторге от значимости наших гостей. Вообще, это было огромнейшее событие для нашего поселка, для нашего округа, потому что, в принципе, Арка у нас позиционируется как самый северный, далекий, глухой поселок Хабаровского края. А дальше, что за пределами нашего, далее севернее, просто бескрайняя тундра и тайга, где вроде бы вообще уже жизни нет, кроме наших оленеводов, которые являются хозяинами данных просторов. Со времен развала Советского Союза, то есть там были полноценные, то есть во время Советского Союза, во время, когда работал колхоз, Китанда, многие населенные пункты, тот же самый Алахюнь, это были полноценными населенными пунктами. То есть, когда я была ребенком, когда папа возвращался куда с тайги, с охоты, и привозил, например, те же сладости или какие-то вещи с севера, там где-то с Китанда или с Наманкура, мы удивлялись, что они были круче, чем которые приезжали там с Хабаровска и Охотска, потому что из Якутска было кое-какое снабжение еще в те времена, в начале 90-х. То есть это был отголосок нашего колхоза в том плане, что все было развито, в том числе были развиты наши дороги.
Вот. У меня такой первый вопрос как раз по поводу итогов вашей экспедиции. Помимо разговоров и обсуждения с правительством Республики Саха-Якутия, планируются ли какие-то переговоры именно с руководством правительства Хабаровского края? Возможно, уже они были, как они отреагировали, насколько они готовы идти к вам навстречу, чтобы действительно оценивать настоящую перспективу, что с Охотска, из Арки, например, до Китанды, возможно, дорога? Есть соглашение между республикой и Хабаровским краем о социально-экономическом сотрудничестве. И оно было подписано в 2016 году именно в Охотске. Оно действует, оно работает, поэтому мы, когда были в администрации Охотска, там эти позиции говорили. Ну и сейчас вот Георгий Дмитриевич сказал, что в большей степени с нашей стороны работа так или иначе ведется, в том числе и наша экспедиция, свидетельство тому, да, и поездки наших представителей учебных заведений, артистов и так далее, то с Хабаровского края в эту сторону, как вы сказали, несколько не такая активная работа. Мы на это указали, насколько они доведут до руководства, потому что мы акцентировали, что наша экспедиция на контроле у главы республики, он ей содействует, он следит за ней. Насколько мы туда прибыли, губернатор Хабаровского края был извещен или не извещен, нам они не доложились, но тем не менее мы им это констатировали. Кстати, здесь нужно будет отметить, что в Алахьюне проживает еще вы подсказали, да, Николаева Ульяна Гаврилевна, 88 лет, венка, одинокая, да, и она является братом участника Великой Отечественной войны, дошедшего до Берлина, да, Ивенко Сарки, Алексеева Михаила Николаевича. Может, вы видели в СМИ фотографию, где он с автоматом и с медалью за отвагу. Да, у Рейхстага, да, вот, да, у Рейхстага. Поэтому вот тоже, по-моему, Дмитрий снимал, да, ее на обратном пути. А кто был? Утум Захаров? Чуть-чуть снимали, да. Ну, значит, по времени, если не уложились, то у нас, как говорится, еще один источник истории, живой источник истории, который может рассказать. Спасибо. У меня еще два вопроса, можно? По поводу проходимости данного зимника, вот, например, возможно, вы сказали, что ездить по этой трассе, например, на другом транспорте, помимо Бурлака, возможно вообще проходимость по такой дороге? Например, в этом году было аномальное количество снега, осадков выпало, то есть больше метра, да, уровень снега. А если бы такого уровня снега, к примеру, не было, возможно ли на другом каком-то транспорте добраться по этой дороге? Ну, если брать во внимание нашу высокопроходимую отечественную технику типа Уралов, ЗИЛО-131, тех же ГАЗ-66 вполне проходимая. Ну, не в данной ситуации, в которую мы попали. Если будет дорога обслуживаемая, автозимник, хотя бы там от снега будет чистить, то вполне проходимая. И, да, и еще я хочу сказать, конечно, нужна дорога и на Аян, и на Охотск, и желательно, чтобы это все параллельно делалось, чтобы нам завязать вот эти районы, тем более вы наши соседи, с соседями всегда должны быть дружеские тропы и хорошие дороги. Ну и для республики будет не лишнее. Во-первых, это освоение новых территорий. Все равно, я думаю, что они там не до конца еще изучены, и там много чего можно найти в плане экономическом. Так что дорога нужна и та, и другая. Спасибо. И у меня третий, последний вопрос. Можно я на этот вопрос еще свое мнение дополню? Вот про Владимира Ермаковича сказали, турист, путешественник, туроператор. Мы всю дорогу с ними, как два предпринимателя, совещались и хотим изучить летний вариант. И ранней осенью уже, ну, Бурлак, конечно, дороговастенько, но кооперация или субсидия добьемся или нет до следующей осени, я не знаю. А так на легких вездеходах, типа Соколов, да, это если на Суфу участвует,
хотели бы, мечтаем открыть зимник. Потом, если натоптается, уже можно там клины буксировать, ну, каким-то путем своеобразный начать. Но если увидеть, что мы какое-то движение сделали и поддержка со стороны правительства Якутии и Охотска что-нибудь добавится, это очень хорошо было бы. И с вашей стороны тоже с населения с Охотска тоже мнение, письма пошли бы, да, предложения. Еще я вот забыл сказать, передать, что община, руководствующая, которой вашей матерью Натальей Семеновной, они очень хотят попасть на наш СЭХ и хотят свои эти показать, выставиться, да. Поэтому я думаю, вот руководство экспедиции донесет, да, может быть, до Министерства культуры нашего, и, надеюсь, приглашение на СЭХ должно быть добьются, наверное, этого. Спасибо. Спасибо большое, Афанасий Спиридонович. И заключительный вопрос. Вот как раз Афанасий Спиридонович поднимал вопрос наших односельчан, всего нашего округа. Больной вопрос по теме восстановления хотя бы прямого авиаперелета из Якутска-Охотска и обратно. Полярными авиалиниями раньше осуществлялся такие перевозки. Сейчас, к сожалению, такого нет. Но раз мы говорим еще в том числе про туристический потенциал между нашими регионами, где между связь Якутск-Охотск, она значительно ближе, там 2,5 часа полета всего, и якутяне могут оказаться на побережье Охотского моря. Пока, например, далеки реальные работы с автозимником между Охотском и Якутском, возможно ли, вот, к примеру, какая-то уже официальная работа по запросу на восстановление такого прямого рейса? Потому что, к примеру, я сама, работая в Якутске несколько лет, когда я приезжаю к родителям 2 раза в год, мне приходится реально делать такой крюк через Хабаровск и тратить достаточно большое количество денег, чтобы приехать на родную землю. Мы отметили, что по итогам экспедиции будет служебная записка, и вот это мнение, ваша мама мне письменно написала, вот это мнение туда войдет, да, о возобновлении авиарейса Охотск-Якутск, да? Но, тем не менее, вот сейчас тоже прозвучало, все-таки со стороны местной администрации и администрации Хабаровского края тоже должно быть движение. Поняла. Большое вам спасибо за проделанную работу. Спасибо. Коллеги, еще есть вопросы? Пожалуйста. Меня слышно будет. Вера Захарова, член Союза журналистов России. Үтө күннен күндү бидді дуақтыр, маннык аран артығы өбігілі жуыт артықтарын тәлен, хүргүтен, әтеңге баран кәлбеккетінен бұл экспедиция кыттылақтарын, онна бұл өбжіп бұтын, ағаддалибін сүрақ бүттен. Но что касается вопроса, да, ну, у меня один вопрос и одно предложение будет, сразу скажу, да. Значение этой экспедиции, вероятно, очень результативно, и значение для меня, как бы, да, для человека, который хочет знать свою страну, свою родину больше, глубже, свою историю, да, заключается в том, что вот с точки зрения топонимики, как обстоит вопрос. Допустим, вот девушка, наша гостья, сказала, Охотск, как называется по-венкийски? Ахата, да? Ну, допустим, Ахата, да? И вот в первоисточника, скажем так, да, вот исследование топонимика, а потом в карту внести это название, хотя бы как в скобках, получится у нас или нет? Вчера в Государственном собрании ЛТУМЕН как раз состоялось рабочее совещание о географических названиях, да, в связи с тем, что мы разговариваем на разных языках, да, и чтобы у нас правильно писались не только река Охота, но и вот мне
Про арку тоже рассказали, да, мы говорим арка, думаем, что это действительно артек, да, а на самом деле это переводится как граница, да, ну, может, дословно я неправильно трактую, но тем не менее смысл такой. Поэтому Государственное собрание ЛТУМЭН совместно с правительством есть комиссия по административно-территориальному устройству при правительстве, которая занимается как раз вот названиями, да, и уже проделана работа такая пилотная на территории Хангаласского улуса, когда название не искаженное вот с якутского на русский, да, а именно на якутском правильно и на русском правильно. Так по Хангаласскому улусу поработали. Как это законодательно нам оформить, и есть определенная проблема, когда вот мы по карте идем, и там названия рек, там они несколько искажены по-другому, да, и нам Алексей Афанасьевич говорит, что на самом деле это так звучит, да. Ну, допустим, на эвенском так звучит, потом мы его на русский переводим, потом она искажается как-то по-другому. Поэтому в Государственном собрании ЛТУМЭН такая работа начала проводиться. И одним из стимулов как раз вот наша поездка. Как итоги, какие итоги будут? Вот, допустим, если по Хангаласскому улусу на русском и на якутском, то, допустим, на усмайском там нужно будет на 3 языках, да? Спасибо. Ну, я как бы разволновалась и то, что хотела, пропустила. Изначально я хотела сказать, что этот путь, проделанный вот вашей экспедицией, да, я с детства как бы слышала, да, что наши предки до Охотска, до Аллах-Юн, это у нас всегда как бы было, ну, в языцах слышали, что наши предки, наши купцы такой трудный путь преодолевали на лошадях, на чем угодно, на оленях, скажем, дальнейшем. И в те времена, даже в давние времена, наши предки такой путь проделывали, и соседские эти дружественные отношения всегда устанавливали, да. И очень отрадно, что в нашей современности, да, вы проделали этот путь, и наши отважные мужчины на это решились. Почему скажу, да, это очень рискованный путь, на мой взгляд, да. Почему? Потому что вот, как сказали, транспорт, техника, да, получается, только-только испытывается, и получается как бы до конца непроверенная техника. И тем более, да, путь оказался очень рискованным. Поэтому вот свое восхищение, свою гордость выражаю участникам всей экспедиции. И мое предложение, ну, этот вопрос мы проехали, и предложение состоит в том, что недавно я была экспертом научно-практической конференции Северо-Восточного федерального университета, и там выступала девушка, первокурсница, да, она, оказывается, исследует, изучает топонимику. Она студент Института языков и культуры Северо-Востока Российской Федерации. И я предлагаю вот молодую энергию привлечь тоже географическое сообщество, и сразу с ней как бы найти контакт и привлечь ее к этой исследовательской работе. Я ее хочу сразу сейчас представить, не отходя, скажем так, да. Подойди, пожалуйста, Саяна. Саяна, да, пожалуйста. Подойди. Ага. Саяна Малгина, родом из Устаты, Татинского района. И несмотря, что она первокурсница же, да? А второкурсница очень большую работу проделала, уже весь свой родной наслед, все эти аласы, все ручейки, все это она исследовала, и у нее есть такая огромная работа уже проделана. Поэтому я восхищена своей землячкой, и вот сегодня представляю вам, она свое слово скажет, скорее всего. Спасибо. Пожалуйста.
пару слов скажете? Текіннен, мен атым Малгина Саяна, Устаттың сылжауын. Исе үлебер, тоқа қартаға сыйға керен хынчалары дадылар. Холобура өнүйе ентылым, оу еден кере хачырыда. Ол онны күрдік мен теулебінен сәпке тылбастамын, онны келер еқпен бағарауын. Қаны тух факультет студена? Якын, Институт языков и культур народов Севера. Хорошо, спасибо. Да, мы сейчас ВКонтакте обменяемся. Пожалуйста. Охотская экспедицияны приятелерге, оны күтіні бұттырға дәмә апылтан істінік ағардауын тердавын. Мен атын татарына бакым көсті күндерістен, Суруя песетденемін болына қамар Аллах үндер. Георгий Дмитриевичка күте мақтанабын. Мен Жокускай аян, оны Жокускай Тополиной маршруттардан экспедиция жүдім. Онтан бәм таттым ұлуын чешмағыттан, иден ұрғый черчене тұруды үшітала. Дойдуар тияртта, үсті тоғуған екі ғылақтанылы, дойдым историятын үйерәпиге ұлстан бар бұтым, оғыларын күттілақ тоғы дедергер, бейсер білінен чешмағынан Жокускай Охотскай әрін суала ағар, Жокускай Охотскай телеграф линиятар, Хитна таддалан аспыта, оны тағынан гражданскай сериға хиндік чакыттылар хүрда үгіз. Оғылар бар үйретер мәні капсиют темалары, оны экспедицияны тәрер темаларым Жокускайтан Охотскайға, оны Жокускай оғылас рақ бар сердергер түйінча ағыз сөз, алқас сәттүйіз отып бір сылттан бер. Түйінча ағыз сөз бейон сыллақалы Охотскайға тағыста үйті, оны тағынан Түйінчі ағыз сөз бейон сыллартан алтуын ағыз сыллақалы Жокускайтан аяға тағыз тағыта. Сол темата әттім, тұттар сирестірінет. Саты, қайығарынан, трактор, машина, кендік. Оны пелегелек оғыз күтті, күттіні лайды бұта. Ол үлілер түмектерегер бұл сылдарын ұмына кәбістен. Iki tünçü on iki hıllaka toqta hağalan, Jarbantan hağalan, Okoska Pirevoskarlı urup bar bulbut stansiyalar canlarga belli bağanaları, stolbaları törta hapır, kendiki sıllarga cahitinden çişimak olağın bana ulusa isteyen oğalı bıta, haytak bulannak bayan suvala ağara, telegraf liniyata ağara indi. Bilgin Кинеге тақсар отырар. Жокускай область управлениятын соғалтасынан сақалар тағы тағылары. Тігінші хәттегі соты бір, тігінші ағыз сүйіз бейонсылар дақырлы. Бұл күндерге тақсияқтақ. Соны кәкке бересейтелерге мен біләқ берем, тираға 500 балқонтаға теген байы боларын дұрыға чеген чәддік сөйден. Мақтал. Махтал. Да, сейчас, наверное, к завершению идем. Вот я, когда наши спрашивающие сказали, что вот я с детства тоже помню, у меня дед был на ямщиком, Джамгади на халертахат, и Садикюля постоянно Охусайга, это Хаттадабан, и где-то наш истерит. Более для меня вот такая тоже историческая семейная история. Пожалуйста, есть вопросы еще? Ну давайте мы слово предоставим Афанасию Семеновичу, завершающему. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, я хочу, как говорится, на той ноте, которую вы сейчас вот высказали, предыдущие выступающие, да, ведь нужно было решиться, да, решиться пойти и как это притворить, да? Но решились, пошли. А я бы сказал, что мы теряем больше, когда принимаем неправильное решение, да?
от решительных действий мы получаем больше. Вот сейчас, я думаю, что Академия наук об этом высказалась, и о научной роли, о исторической роли Камчатской экспедиции это было сказано. Отклики действительно так, Александр Васильевич, вот, в Хангаласском улусе бывал в эти дни, и люди говорили, что вы проехали по тому пути, по которым наши деды, прадеды перевозили груза. То есть основные такие, те, кто нанимались на перевозку грузов, ну вот были в Центральной Якутии с лошадьми и так далее. Поэтому пройти по пути, по следам Витуса Беринга, по тем трактам, по которым ходили наши предки, это, наверное, предназначение наше с вами. Те, кто сегодня на пресс-конференции присутствует, это, я буду говорить, что тоже участники экспедиции, участники экспедиции, которые отдают вот, людям все наши помыслы, идеи через средства массовой информации, через свои круги общения. Мы дальше планируем работать. Вот у нас есть очень хорошая общественная организация, Русское географическое общество, Якутское отделение, Александр Васильевич его возглавляет. Они вовлекли в свои проекты большое количество людей, различные вот, проекты невероятные. Допустим, я участвовал в организации проекта, когда наши тоже и спасатели, и общественники выезжали на катамаранах до острова Бенетта, да? По нему, может быть, не так курсировали наши предки, да? Но, тем не менее, вот такая тоже экстремальная экспедиция тогда состоялась. Я думаю, что у Русского географического общества, у нашего отделения якутского, да, очень хорошие проекты, и их ценит центр, да? На федеральном уровне они ценятся. Поэтому нам предоставили площадку, и то, что озвучено 400 лет Дальнего Востока, это как раз вот именно на площадке Русского географического общества. И экспедиции по следам Витуса Беринга ложится именно одним из самых знаковых мероприятий, как раз вот в этом проекте 400 лет Дальнего Востока. Я желаю, чтобы все, кто участвовали, помнили об этом, использовали это. Те, кто сегодня участвовали в пресс-конференции, помогли нам продвигать идеи экспедиции, но и участвовали и организовывали свои проекты. Вот сейчас очень интересно было сказано, типа молодые наши первокурсники занимаются, да? У Русского географического общества есть молодежное крыло, также, да? Я недавно узнал об этом, да, Русское молодежное крыло, и они тоже активно участвуют. Я думаю, что вам нужно присоединиться к этому движению и продвигать свои идеи. Татинский улус недавно был в Хабаровске представлен, вот как раз по тому проекту, когда исторические названия местностей именно правильно озвучивались и возвращались, и мало того, что они, не дожидаясь, допустим, решения там каких-то, все названия географические изменяются на основе законов, да? Государственное собрание документ принимает закон об изменении названия исторических мест, да, там, наслегов и так далее, территорий. У вас уже есть определенные такие электронные версии, которые помогают людям узнавать свои родовые гнезда, вот сейчас я вспомнил. Мы же предлагаем вот здесь наш флаг, да, пути великих свершений, и то же самое молодым людям подключиться и создать такое движение. У каждого свой путь, насколько он великий будет, да, это зависит от молодых людей, от его характера, от его воли, от его решительности. Я желаю всем успехов. Спасибо. На этом пресс-конференция заканчивается. Георгий Дмитриевич, в дальний путь с новыми проектами вам желаем. Александр Васильевич, держите руку твердо, да? МЧСники за рулем, вместе с Мостовщиковым новые мосты строить, да? Ну, а Хатутен все сделать так, чтобы было нам тепло. Спасибо. Да.